Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Для борьбы с лесными пожарами в Якутии прибыли десантники-парашютисты из Приморья и Хабаровска. В какие районы их направят? Приемная кампания в СВФУ в этом году будет проходить в дистанционном формате. Сколько бюджетных мест подготовил головной вуз региона? Жители одного из сел в Амгинском районе вышли на традиционный субботник по озеленению сквера. В этом году высадят 500 саженцев. Для тушения лесных пожаров в Нюрбинском и Вилюйском районах в Якутию прибыли специалисты парашютно-десантной пожарной службы из Владивостока и Хабаровска. Так, борт из столицы Приморья приземлился в аэропорту Мирного. Он доставил 120 человек. Они будут работать в Нюрбинском районе. В аэропорт Якутска прибыли 60 хабаровских специалистов, которые будут участвовать в борьбе с лесными пожарами в Верхневилюйском и Сунтарском районах. Помимо наземных сил, тушением пожаров в лесах занимается и авиация. Всего 20 бортов, в том числе самолет-амфибия. Сейчас нас прибыло 49, еще должны прибыть 6 человек. Все, обмундирование, все имеется, средства имеются, готовы к работе. Предварительно где-то дней 20-25. Тушение лесных пожаров, помощь. В Тампонском районе 2 лесных пожара находятся вблизи населенных пунктов. Один очаг действует в 1,5 километрах от поселка Хандыга. Тушением заняты работники лесхоза, Якутлесресурса, пожарной части и добровольной пожарной команды. Всего работают свыше 60 человек. Задействованы бульдозер, трактор МТЗ и ДТ-75 с отвалом и плугом. Другой лесной пожар находится в 7 километрах от села Кыскил, который тушит добровольная пожарная команда в составе 11 человек. На месте 2 трактора МТЗ ведут опашку минерализованной полосы вдоль линии ЛЭП и Оджик. На сегодняшний день в районе зарегистрировано 17 лесных пожаров. Непосредственно вблизи населенных пунктов находятся 2 лесных пожара. Около поселка Хандыга и села Каскил. Распространению пожара способствует ветреная погода. Работаем круглосуточно 2 смены. Проводится непрерывный мониторинг к возобновлению в райцентре. В Вилюйском районе на сегодня действуют также 2 лесных пожара. По данным Вилюйского лесничества, площадь огня на территории села Илбенге 35 гектаров, на территории села Ликичен 15 гектаров. В тушении занято около 60 человек и 10 единиц техники. На сегодня угрозы населенным пунктам нет. Зарегистрированный лесной пожар номер 2 – это территория муниципального образования Бапагаянский наслег. Расстояние от села Эльменга примерно 59 километров. Вид пожара беглый, низовой. Угрозы населенному пункту нет. На сегодня этот пожар полностью локализован. Зарегистрированный лесной пожар номер 3 – это действует на территории муниципального образования Ликачанский наслег. Расстояние от села Ликачан примерно 10 километров. И на сегодня стоит вопрос и задача локализовать вот этот 3-й пожар. Но я надеюсь, что сегодня или завтра по 3-му лесному пожару мы объявим локализацию. Айсен Николаев поручил региональному исполкому партии «Единая Россия» включиться в работу по координации действий по тушению пожаров в районах. Будут созданы мобильные группы для ликвидации стихийных бедствий, а также восстановления линий электропередачи и связи в пострадавших населенных пунктах. Об этом руководитель политсовета регионального отделения «Единой России» сообщил на конференции, которая состоялась сегодня в Якутске. Глава региона поблагодарил всех участников акции «Мы вместе в Якутии». Сейчас более 4000 человек участвуют в волонтерской деятельности, помогая людям пережить трудное время пандемии. Добавим, что волонтерский корпус партии объединяет более 4000 якутян. Местные отделения оказывают постоянную помощь больницам, врачам, жителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в период пандемии. Главное сейчас для нашей партии – это быть вместе с народом, досконально знать его нужды и проблемы, реагировать на них, защищать и помогать людям. Только так в ежедневном общении и в ежедневном режиме работы с людьми, внимание, забота о них. Я поручаю нашим первичкам, членам партии на местах организоваться мобильные группы, привести в готовность технику, инвентарь для мобилизации в случае лесных пожаров. Сейчас без промедления я поручаю
взяться за восстановление линий электропередач, линий связи, поврежденных пожарами. Сейчас в эпидобстановке за минувшие сутки в Якутии зафиксировали 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова в ходе брифинга по эпидситуации. Из них в Якутске 63 случая, по 4 заболевших в Ленском и Мегино-Кангаласском районах, по 3 в Алданском, Амгинском, Вилюйском, Горном, Сунтарском, Усть-Алданском и Хангаласском. Еще в 5 районах заболели 1-2 человека. За сутки региональные лаборатории провели свыше 1500 исследований на ковид. Нужно ли, необходимо сдавать ИФА или ИХА исследования при первой дозе вакцинации. Однозначно можем сказать, что этого делать не следует, потому что ИФА определяет только коэффициент позитивности, который не дает состояние, не оценивает состояние вашего иммунитета. Он больше нужен для проверки коллективного иммунитета, для данных Роспотребнадзора, либо для того, чтобы понимать, какая стадия заболевания непосредственно для лечебного процесса. В столичном районе ДСК сегодня заложили первую сваю нового будущего микрорайона «Звездный». Участие в мероприятии приняли члены правительства, а также представители застройщика Республиканского ипотечного агентства. Уже в следующем году будут построены первые 7 домов, а в будущем по плану появится 66 многоквартирных домов. По проекту «Звездный» это не только современное малоэтажное строительство. Жилой комплекс будет отвечать всем требованиям формирования комфортной городской среды. Это детские сады, школы, поликлиники, пожарное депо, а также и общественные пространства. Предполагается, что Республиканское ипотечное агентство уже в следующем году заселит в первые дома новых жильцов, получивших квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. По всем канонам современного строительного подхода, со всеми новыми технологиями, со всеми новыми требованиями, которые сейчас есть уже по развитию города, по мастер-планированию. Это квартал, собственно говоря, является таким первым проектом. То есть это будет просто очень высокого уровня такой конгломерат, где можно будет фактически находиться постоянно и отдыхать, и даже работать. То есть мы здесь определенную инфраструктуру, конечно, социальную создаем, безусловно, но при этом я думаю, что здесь будут и какие-то в будущем размещаться помещения, где люди могут работать и реализовываться. Приемная кампания в СВФУ в этом году будет проходить в дистанционном формате и начнется 20 июня. Главный вуз региона планирует принять студентов на более чем 4000 бюджетных мест. Как будет проходить прием документов и какие профессии в этом году одни из самых популярных, выясняла Ульяна Шагина. Приемная кампания в главном учебном корпусе Северо-Восточного федерального университета уже развернула свою работу. Прием документов здесь начнется только с 20 июня. Тем не менее, организационная работа предстоит большая. Каждый абитуриент, который желает поступить на программу бакалавриата и специалитета, имеет право подать не более чем 5 вузов по Российской Федерации. И в каждом из вузов имеется определенное количество направлений подготовки и программ. Получается, в нашем вузе, у нас в головном вузе будет предоставлена возможность подачи заявления не более чем по 5 образовательным программам. И в каждом филиале не более чем по 3 образовательным программам. То есть у абитуриента будет достаточное количество выбора. В этом году приемная кампания в Северо-Восточном федеральном университете пройдет так же, как и в прошлом, в дистанционном формате. Все документы для поступления можно сдать через личный сайт абитуриента на сайте университета, а также через госуслуги. Но не на все специальности получится отправить документы электронно. Если позволит эпидемиологическая ситуация, очный формат сдачи вступительных экзаменов по некоторым специальностям никто не отменял. То есть это получается профессиональное испытание для поступления в Институт физической культуры и спорта, где, конечно же, предполагается и бег, и прыжки, так и по отдельным творческим специальностям. Это архитектура, где понадобится рисовать в течение 4 часов. Народная художественная культура Института языков и культуры народов Северо-Востока, литературное творчество и журналистика. Формат проведения уже будет известен к 15 июля.
По сравнению с прошлым годом в университете бюджетных мест станет больше аж на 94 места. Самыми востребованными специальностями остаются, как и в прошлом году, медицина, юриспруденция, экономика и IT-технологии. Кроме того, отдельная приемная кампания открылась и при университетском лицее, куда принимаются школьники 10 классов. В этом году в лицее увеличилось количество профильных специальностей. Первый год у нас был только один профиль, это физико-технический, то в этом году приемная кампания ведется по 5 профилям. Кроме физико-технического профиля мы принимаем обучающихся на 10 класс по профилям математика IT, химико-технологический, биолого-экологический и лингвистический. Университетский лицей располагается в здании корпуса факультета естественных наук, и наши дети обучаются именно в стенах нашего федерального университета. В лицей могут поступить десятиклассники из любых школ региона. Подача документов осуществляются как в очном, так и в дистанционном формате до 14 июня. А с 15 числа начинаются вступительные экзамены для городских школьников. Для ребят из Улуса отборочный тур также пройдет в онлайн-формате. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. Жители села Чепчилга Намгинского района вышли на субботник по озеленению сквера Кыс-Амма. В этом году администрация Наслега подготовила 500 цветочных рассад, которые были приобретены по договору со станцией юных натуралистов. Предприятия и организации Наслега ежегодно занимаются озеленением общественных пространств. В этом году, несмотря на сложную эпидобстановку, озеленение проводят с соблюдением санитарных норм. Сквер Кыс-Амма считается достопримечательностью Амгинского района, поэтому жители села с любовью и заботой ежегодно проводят здесь субботники. Кыс-Амма является у нас достопримечательностью нашего Амгинского улуса. И должно быть очень здесь красиво, эстетично. И ежегодно мы высаживаем петунии, нынче вот 500 штук, поскольку эти цветы неприхотливые и морозостойкие. Очень хорошо разрастаются, поэтому, мне кажется, самый популярный вид для оформления дизайнерского ландшафта. К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.